Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Це Іван Ступак, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовий експерт. Вітаю вас, селям алейкум. Да, вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую, что доєдналися до нашего эфира. И нашу беседу я бы хотела начать со следующих новостей, к сожалению, с нехороших, которые, это, наверное, нормально, да, мы живем в условиях военного положения, и Россия продолжает атаки, в том числе ракетные атаки на нашу страну, и интенсифицировались в последнее время ракетные обстрелы непосредственно столицы уже на протяжении практически недели. Не стихают тревоги, и Россия атакует Киев как дронами, ракетами, и в том числе баллистическими ракетами. 30 мая вообще был такой очень интересный случай, когда они атаковали «Искандерами», да, баллистическими ракетами Киев, и буквально вчера то же самое произошло. С чем вы связываете такую интенсификацию, такую активность? Одним словом, импровизация. То есть Российская Федерация страшна чем? Что импровизация своей, то есть отсутствие планов, отсутствие какой-то задумки, какого-то планирования. То есть вся эта война у них называется операция. Операция — это все идет из чекистского прошлого верхушки Российской Федерации. У них все операция — это быстро. Раз, такое коротенькое, быстренькое, и ты победил. Как это они сделали в Грузии, да, 20% территории оторвали. Как сделали, Крым забрали, да, это операция считается, да, провернули операцию. Донецк, Луганск — тоже операция. А это уже вышло, вторжение, хотелось тоже в рамках операции сыграть, получилась война. И, видите, планов не было. Что делать? То есть план Б. Если план основной не сработал бы, что делать дальше? Да? Второго плана не было, ни третьего, ни четвертого. И все то, что мы видим, это все импровизация по ходу дела. Там сели на совещании, собрались. Что будем делать? А давайте мы, наверное, уничтожим эфирное телевидение, как в мае прошлого года. Давайте вышки сносить. Посносили, не получается, не работает. А давайте теперь будем инфраструктуру, топливо вносить, да, склады с топливом. Да, попробовали, не сработало. Осенью сработало, попробовали снова. Осень, зима — это тепло, это электричество. А сейчас что? На улице тепло, электричество уже не так важно. До следующей зимы еще долго. То есть как-то надо чем-то эфир заполнять. И давайте будем террор делать. В принципе, террор — это удел слабых. Нет побед на фронтах, нечем аргументировать, нечем сверху добавить. Применяют такую тактику террора. Все очень просто. То есть Путин и все его вурдалаки, которые его окружают, это больше про спецоперацию. Если они там про какие-то спецоперации у них все-таки проканывали, то в данном случае война — это вообще не про них, и они просто импровизируют из-за того, что не знают, что делать и как ее вести? 100%, 1,000,000%, потому что, помните, долгое время Путин все идет согласно плану, да, заранее запланировано. Какой план? Вы получили очень сильно по шее в Киевской области, в Черниговской, Сумской, Харьков оставили, Херсон, и только после этого как-то они уже начали уходить от этой конфигурации такой. Все идет по плану. Перешли на «мы достигнем своих целей». Каких целей? Поставленных целей нету. То есть, понимаете, когда, например, спортсмен, он бежит на стадионе, он знает, что ему нужно 5 кругов пробежать, потом будет финиш, и он победил, неважно, добежал. С автомобильной гонки, да, увидел клетчатый флаг, ты знаешь, что это финиш. Какой финиш у них здесь? До чего добежать? До Рейхстага, до, не знаю, Киев взять, Львов взять, Варшаву взять. То есть у них отсутствие цели, и все идет в процессе импровизации. А давайте сделаем это, а давайте сделаем это. И в какой-то башне Кремля утверждаются эти решения, такие импровизационные. И сейчас импровизация — это беспилотники, это ракеты. Какая цель такой импровизации? Первое. Создать невероятную усталость у украинцев, вообще, чтобы люди устали. Как я говорю, у меня дома высыпается только соль, да, последние дни, чтобы никто не высыпался, чтобы просто в ужасе были.
Второе, давить на иностранных дипломатов, которые находятся в Киеве. Вот давайте по Киеву я поясняю. Вот они в Киеве находятся, постоянные обстрелы, дипломаты, их дети, жены там, или мужья должны бегать в бомбоубежища, в подвалы, в Мгм. метрополитены, ну, в зависимости от диппредставительства. И, видимо, расчет у Российской Федерации такой, что потом эти все дипломаты будут писать репорты там, в Лондон, не знаю, в Брюссель, и говорить, ситуация ужасная, просто невыносима, ну, сил нету, ну, и вот чтобы там по большому кругу, да, вот эти вот там, Брюссель, Лондон, там, не знаю, обращались бы с Зеленским, ну, и общались. И говорят, слушай, Владимир Александрович, может, давайте уже, ну, как-то уже за стол переговоров, тут без ни конца и края не видно, может быть, давайте. То есть, скорее всего, где-то вот такая оценка у них и есть. Мгм. Но еще же, наверняка вы видите и следите, в том числе и за российскими телеграм-каналами, и за тем, что пишут российские телеграм-каналы и их пользователи, которые ликуют после того, как российская Минобороны, условно, да, опубликует всякие новости относительно вот, достигнутых целей по результатам там, ударов ракетами по Киеву и так далее. Вот сегодня уничтожили там десятки Да, тысяч систем патриотов, сегодня уничтожили нацистов, шовинистов, фашистов и так далее. И там все ликуют. Народ ликует, радуется, когда здесь умирают украинцы. да, правильно подметили, но смотрите, это только фронтальная группа, которая ликует, которая показывает свои эмоции. Есть там часть людей, которые свои эмоции не показывают, потому что не произошло что-то, что затрагивает лично их. Смотрим на события последних дней, когда неизвестные беспилотники, неизвестные принадлежности прилетели в не просто Москву. Москву, прилетели в западную часть Москвы, в самую вот элитную часть, да, Рублевка, Рублево-Успенское шоссе, Барвиха, Новоогарево. Кто там живут? Мгм. Борис и Аркадий Ротенберги. Это те люди, самые приближенные к Путину, которые строили Крымский мост. Это Борис Ротенберг, по-моему, да. Живет жена Виталия Захарченко, бывшего министра иностранных, ой, господи, внутренних дел Украины, при Януковиче бежал. Живет семья Сергея Суровикина, командующего воздушно-космическими силами Российской Федерации, и который сейчас воюет на войне, вот этот вот генерал с кирпичным лицом. То есть все они там живут, и эти беспилотники летели туда. Не знаю, кто их запустил, не знаю, какая финальная цель была, но после этого всего вот в российском сегменте интернета появились несколько групп фидбэков, реакций на то, что произошло. Первая часть, да, вот такая. Хохлы, укропы, нацисты, как вы посмели, вы воюете против гражданских, как можно бомбить гражданские объекты. Ну, понятно, опускаем, это само собой, это мы Мгм. знаем, что это появится. Понятно, им не интересно почему-то, что происходит. Марьинка, Бахмут, там, Авдеевка, вот, ну, мне не интересно. Вторая группа, очень интересная для меня, которая приняла как бы с принятием, как бы, говорит, ну, а что мы хотели? Типа, ну, СВО идет по плану, да, ну, что мы хотели? Там какое-то принятие идет, вот они как бы понимают внутри за что. И третья составляющая, которая а мне все равно, ну и что? Ну и что, да, Мгм. у меня там свои там, у меня там грядки, у меня там дети, у меня там отпуск. И четвертая составляющая группы, может, в принципе, это было объединить, но я выделяю отдельно. Ура! Вот это дали буржуям, вот это вы получили там хорошенечко. То есть какая-то группа выражает свою радость по поводу ударов не по Москве, а именно по элитной составляющей, по тем буржуям, которые живут. То есть мы видим, как вот четыре сегмента есть в обществе российском, и вот последние там радость, ликование, ну какое-то, понятно, ограниченное, что сильно ликовать нельзя, и даже Владимир Соловьев в своем репертуаре, в своей манере, он там, как так? Что вы себе позволяете? Как можно радоваться? Это же такие же люди, как и вы. Ну, а ему там Мгм. отвечают, да, ни черта подобного. Не такие же они, как и мы. У нас разница между нами и вами там несколько миллиардов долларов. Поэтому все хорошо. А как вы думаете, они неспроста выбрали основным спикером вот этих событий по дронам по Москве и так далее Собянина? Ну, то есть, условно говоря, показать, что реагирует местная власть, а не центральная, значит, не так уж все опасно, это все на уровне вот там местной власти происходит.
Ну, здесь удивительно, что именно Собянин там стал таким спикером. Путину, видно, тоже пришлось, его, я так понимаю, его окружение. Сначала ну, вообще сказали, что нет повода для реагирования, отвечать не будет, комментировать не будет. И где-то ближе к концу дня все-таки он вышел, там Да. 5-7 минут на эту тему сказал, что все штатно, хотя есть там, конечно, моменты, надо подработать. Ну, вы не бойтесь. Собянину пришлось отдуваться, ну, его отправили, кто-то ж должен говорить, почему летит, почему в Москву. А я поясню, почему в жилые дома попало, потому что Российская Федерация использовала, ну, первое, конечно, это система противовоздушной обороны, которые расстреливали беспилотники, а второе — радиоэлектронная борьба. То есть это вот черная магия Российской Федерации, когда вот, ну, действительно, они в этом лучше. Ну, не, ну, может быть, не лучше, ну, хороши. Российские военные в этом хороши. Вот такая черная магия, когда вся электроника в каком-то радиусе действия ну, вот просто она не работает, да, вот все выходит из строя. И вот эти беспилотники, вот просто они вышли из строя и начали просто под влиянием силы тяжести земного притяжения падать и ударились в первое, что попалось на их пути, в жилой дом. То есть жилой дом точно или жилые дома точно не были объектами или финальными целями этих беспилотников. Ну а как вы думаете, какая реально была финальная цель этих беспилотников? Ну, условно говоря, вот какие долгоиграющие выводы о происходящем могут сделать российское общество, жители Москвы и так далее? Потому что мы видим, и даже по последним опросам Левады-центра, я не знаю, следите ли вы за этим, но они там сделали недавно социологические опросы, рейтинг они опубликовали, где идет речь о том, что порядка 76% россиян поддерживают Путина в его агрессивной войне против Украины, порядка 26% поддерживает применение тактического ядерного оружия по Украине. И если посмотреть на эти цифры и посмотреть на то, что происходит сейчас в Москве, да, а чуть ранее то, что происходило в Белгороде, но наверняка это не ориентирование на внутриполитическое общество России, а, возможно, ориентация идет больше на партнеров России, например, и даже, возможно, на Китай, как вы думаете? Вы знаете, вот эти вот опросы общественного мнения в России, это как бы такую вот фразу какую-то интересную вам сказать, не являются репрезентативными, да, вот, ну, то, что Мгм. там, вот, ну, подходит к человеку на улице, вы поддерживаете специальную военную операцию? Конечно, я поддерживаю, ну, конечно, я поддерживаю. Ну, мало ли, вдруг этот интервьюер является сотрудником Федеральной службы Да, вдруг безопасности, ты ему, запакуют, да. да, Мгм. говоришь нет, и он тебя сразу пакует, то есть и доказательства, и как минимум ты получаешь штраф, это в лучшем случае, на ровном месте. Понятно, что выгоднее говорить, конечно, поддерживаю, обязательно, конечно, а ударить тактическим ядерным оружием, обязательно, конечно. Что интересно, несколько месяцев назад было очень показательное вот такой же вот опрос общественного мнения. Ну, это делали молодые люди, креативные, которые подходили на улицах Москвы или центральных городов больших и вот спрашивали то же самое у прохожих. Поддерживаете? Да. А готовы умереть? Да. Ну, давайте вот мы запишем ваши данные, вот внесите вот сюда в блокнотик, и если что, мы сразу звоним вам и едем на фронт. Да, мобилизация. Не-не-не-не-не. Да, и все они начинали разбегаться. То есть это было показательно. Фронтально ты заявляешь, что я с вами, но внутри тебе хочется максимально быстрее сбежать а, в свой пузырь вот информационный, в свою квартирку, сесть, там, извините, на горшке посидеть, в Ютубе посмотреть видео, да, там, как там, закрыть его, и для тебя на этом война заканчивается. Снова открыл ютубчик, посмотрел войну, снова закрыл, война заканчивается. Кроме того, часть людей, которые выступают за войну, это люди поколения 60 плюс. Мгм. Это те люди, которые 100% уверены, что на эту войну они точно не пойдут. И поэтому они могут говорить все, что угодно, все, что им нравится. Но, знаешь, он не пойдет. Пойдет кто угодно. Пойдет сын соседа, внук соседки, а он не пойдет, потому что у него 60 плюс, он точно не попадает. И вот еще раз, поэтому все эти опросы, они не являются релевантными, ну, на них не стоит обращать внимание. Ну, а тем не менее, в таком случае мы можем ли говорить о том, что в ближайшей там перспективе или, возможно, не в ближайшей, а в дальнейшем вот эти вот учащающиеся атаки на Москву, на Белгород и так далее могут побудить какие-то протесты среди российского общества, что в дальнейшем, в принципе, может привести к условному гражданскому конфликту? Или это вот некая сказка, о которой многие мечтают?
Вы знаете, каждая сказка, она так или иначе может там стать, говорят, былью, да, там, в большей части, в меньшей части, там даже вот эти сказка про алые паруса, она там, ну, частично где-то может быть правдой, ну, у кого-то в какой-то личном случае. Сейчас вот, ну, про это говорить не приходится, поясню. Что интересно, вот после вот там удара неизвестными беспилотниками, после Белгородской области, сейчас вот эта история с Шебекино, непонятно чем закончилась, вроде как рапортуют, что все, мы отбили всех, Мгм. но эвакуация была. Чего мы не увидели, так это очередей в военкомат. Да? Враг у ворот пришел. Как бы в российском сегменте, вот информационном, вот история с Белгородом, как бы, ну и что? Главное, ну, да не Москва ж, до Москвы они точно не дойдут, вот точно Москвы не будет. То есть вот они поставили, извините, красные кружевные линии уже вокруг Красной площади или вокруг Мавзолея. Вот тут точно, вот только переступите, сразу же будет вам серьезный удар. Прошу прощения, да. Вот, и вот они вот так вот пока сформировали. То есть еще раз, нет очередей, нет протестного настроения пока. Вполне возможно, что где-то там в каком-то какой-то перспективе какое-то протестное настроение появится, но мне кажется, что как вариант протестное настроение, еще раз, по аналогии с Вьетнамом. Понятно, что там мы берем какие-то исторические примеры и пробуем их наложить, вот, натянуть, вот, как говорят, с порося на карася, да, натянуть. Ну, понятно, что они все условны. Например, Вьетнамская война. Какая была самая ключевая сила, которая остановила Вьетнамскую войну, войну во Вьетнаме? Не протест гражданского населения в Соединенных Штатах, не количество жертв среди американских военных, а что? А именно американские военные, которые уже вернулись в США после войны, а, там, кто живой, кто покалеченный физически, кто покалеченный морально, и вот они были той силой, которая выступала против войны. Зачем мы воюем? Какая цель? И вот они выходили на Мгм. акции протеста, они ломали свои медали, сжигали свои какие-то эти орденские книжки, какие-то грамоты, и вот это как-то способствовало тому, что, ну да, пора по-моему, заканчивать, что мы затянулись этой войной. То есть не гражданское общество, а именно военное. Вполне возможно, что вот там российские военные, которые навоевались уже, которые не хотят идти еще раз, могут стать этой силой, кстати, будут отказываться от дальнейших боевых действий. Ну, опять же, это все в теории, потому что история пишется вот прямо сейчас и на чистовик. Ну, все же не поддается логике, ну, по крайней мере, в нашем понимании, да, у людей, которые мыслят все-таки рационально, логично и так далее, непонятна вообще реакция России и российского общества на все, что это происходит. Ведь для нас же все очевидно. Ну, условно, вот мы с вами упоминали про Белгород, да, в Россия, которая на протяжении там последних 9 лет качает свой народ пропагандой о том, что все, НАТО планирует войну против России. Вот все, Великая Россия, но НАТО такие все плохие, вот скоро они на нас будут нападать, и чтобы вот предотвратить превентивно, мы бьем первыми, и мы вот готовились все эти 9 лет к войне с НАТО, но как-то так происходит, что страна, которая на протяжении 9 лет готовилась к войне с таким огромным альянсом, элементарно даже не удосужилась укрепить свои границы с Украиной, в то время как просто какая-то группа военных может пройти эту границу, может уничтожить корпункт и всех пограничников, таможенников, ФСБшников, которые там находятся, и ничего не происходит. Я вот просто, знаете, себе представляю, вот завтра мы утром просыпаемся, а все ленты новостей, просто сотни новостей о том, что союзники вступили в войну на стороне Украины, там орков метелит авиация США, танки НАТО со стройными колоннами, например, там заходят в Ростовскую область, а в Крыму вообще открыли там купальный сезон и происходят массовые заплывы через Керченский пролив и прочее. То есть что скажет российская пропаганда? НАТО напало? Так а вы уже и так 9 лет воюете с НАТО, да? Теперь воюем с США, так вы и так воюете с США. То есть что они будут говорить? И почему нет этого понимания, осознания среди этого общества? Неужели они настолько оболванены этой пропагандой, что не видят очевидного? Вы знаете, очень такой интересный вопрос. Часть российского населения, это, ну, которое Путин принимал, да, там вот пришел к власти, вот он принял население, и часть это были люди с
с таким стокгольмским синдромом, да, вот, который Мгм. вот им хотелось бы за кого-то спрятаться, вот, что вот кто-то вот защитит. И чем больше российская власть унижала, убивала своих граждан, тем больше проявлялась любовь, потому что российский народ готов терпеть любого правителя, любого, при условии, что он не будет слабым. И вот чем сильнее был правитель, чем сильнее он там рубил, наказывал, тем больше его уважали. Молодец, вот так с нами и надо. То есть какая-то вот такая рабская позиция была, что вот чем сильнее с нами, тем так нужнее, тем больше нас боятся. Сформировали вот такие вот тезисы, что весь мир нас хочет захватить, мы единственный островок стабильности, везде ЛГБТ, все пропаганда, НАТО. Слушайте, ну НАТО по состоянию на 2012 год это уже была такая умирающая организация, там они чисто формально проводили какие-то учения, чисто формально. Как оказалось, танков у них толком и не было, там людей не было, бюджеты постоянно уменьшались, и только вот благодаря вот агрессии Российской Федерации они получили второй такой импульс, да, там снова Мгм. оживились, НАТО, НАТО, это интересно, так, ну давайте возвращаться снова, то есть вот эти все вот вбросы, они почему были в Российской Федерации? Потому что намного проще объединить людей против кого-то, чем за что-то или за кого-то. Если ты за кого-то агитируешь, то нужно объяснить, почему, да? Ну вот потому что он Мгм. хороший, потому что дороги делает. Ну, можешь проще сказать, во всех наших бедах, вот у вас, хотел сказать нецензурно, обгажены подъезды в Саратове, это все потому, что это все сделали пиндосы, это все Госдеп, это все масоны, это все евреи, это все заговор. Ну, намного ж проще. То есть вот это первый раз вот такую вот историю прокатали на выборах президента Российской Федерации, когда Дмитрий Медведев закончил свой срок, когда он погорел стульчик Мгм. Путину, и вот тогда началось во всем виноваты американцы. И вот бросили вот этот вот тезис, и Путин получил намного больше голосов, чем это было в предыдущие разы. И настолько сильно это понравилось, настолько классно было, когда можно переложить ответственность за все. Вот цены на сахар – это проклятые англосаксы. Там что еще? Что-то у нас не получается, это нас НАТО сдерживает. То есть, а народу очень здорово получать простые ответы на сложные вопросы. Вот, не потому, что вы не работаете, не потому, что ты там бухаешь там день и ночь, а потому что это все пиндосы, да, англосаксы, намного проще. И вот они с этим живут долгое время, все виноваты иностранцы, доллар плохой, нацики плохие, украинцы плохие, то есть все плохие. И вот Мгм. к вопросу, там, как будет пропаганда пояснять? Да все просто. Пропаганда поясняет настолько изумительно. Вот я уверен, что американские аналитики, европейские, напишут потом не один учебник и защитят не одну диссертацию на тему российской пропаганды. Насколько все великолепно и насколько какой отзыв. Вот пропаганда, вот люди, и вот чтобы пропаганда не показала, люди это воспринимают. Да, точно, спасибо, все, мы ж не знали. Мгм. Все, Херсон с нами навсегда, это Российская Федерация. Потом, хлоп, мы отошли просто на выгодные рубежи. Окей, на выгодные рубежи, так выгодные рубежи. И никто не имеет права спрашивать в Российской Федерации, так подождите, так Херсон же, это же субъект Российской Федерации. Что ты дискредитируешь нашу власть? Для тех, кто не согласен, у кого есть лишние вопросы, есть уголовная статья про фейки и уголовная статья про дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Все. Вот эти вот два лома, которые позволяют российской пропаганде скармливать россиянам все, абсолютно все. И вот они, когда даже выйдут из Крыма, всегда смогут пояснить. Во-первых, это мы так НАТО затянули в ловушку, они зайдут в Крым, мы их потом всех перебьем, мы вышли на выгодные рубежи, мы демилитаризировали. То есть и народ съест это все. То есть пропаганда работает так, что она просто за людей решает для них, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, и люди просто экономят время. Конечно, Экономят какой-то интеллектуальный ресурс, да, аналитический ресурс, критическое мышление. Им просто сказали, они поверили, им не нужно там критически мыслить, размышлять, читать там другие источники. Ну вот сказали, поверили, и конечно, все. конечно, миллион процентов. Смотрите, намного ж проще, когда ты включаешь телевизор, и там на самые сложные вопросы для тебя есть ответы, да. Там вот Соловьев включаешь, как у него вот этого там, вот, там нацистан, вот, нацистан, все понятно, там англосаксы, понятно, бандеровцы, понятно, все четко понятно.
Там никого не смущает, что на следующий день там ситуация может поменяться. Помните, как Турция была? То ятаган в спину, а потом лучшие друзья. Снова Мгм. ятаган в спину, снова лучшие друзья. Нормально, это политика, все воспринимается спокойно. То есть не нужно что-то думать. За тебя есть люди, которые подумают. Это же намного проще. Ты же когда всегда говоришь, там есть люди, они же не глупые, они сидят там. А почему-то в Российской Федерации не хотят задуматься об одной такой простой истине. Государственная власть истощает интеллект. Чем дольше ты находишься на своей должности, тем больше истощается твой интеллект. Поэтому, ну, ребят, ну посмотрите сами. 20 лет сидит человек у власти, какой там интеллект уже. Мгм. Ну, это, наверное, просто вот если взять книгу Джорджа Оруэлла, да, 1984, это вот просто чистая методичка, которую Так она использует запрещена, эта сегодня книга. Россия, Российская... Да. Она запрещена, ее не разрешают. Там, вот молодой человек там раздавал эту книжку на улице, книги Мгм. там прохожим. Его же сразу же и, извините, запаковали в полицейские и забрали. Ну, в принципе, понятно почему. Но вот по поводу обстрелов Украины, и по поводу реакции России на атаку дронами, там, на то, что происходит в Белгороде и так далее. То есть можем ли мы сказать, что вот эта интенсификация обстрелов на Украину, в первую очередь, как говорят, в том числе и военные аналитики, это вот такая возможная некая месть, а другое это проверка на прочность предоставленных нам модернизированных систем противовоздушной обороны, в том числе и Патриот? Ну, во-первых, это террор, я говорю. Вот если это Мгм. касаемо Киева, это террор. Так. Это там на 90% террор, 10% это выявить систему противовоздушной обороны, там уничтожить их все, и потом хвастаться в своей пропаганде, что мы уничтожили там 50 патриотов, при том, что их пришло всего лишь 2. Там, что наше оружие самое лучшее. Вторая составляющая, если это касается регионов прифронтовых, Николаев, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье, то это исключительно с целью выявить места базирования нашей западной техники, уже она западная. Она Мгм. западная, теперь она уже наша. Ведь поймите, российские же СМИ тоже показывают видео, что едут там леопарды, да, едут в Украину, едут там бронемашины, едут, да, едут БТРы, едут боеприпасы, а на фронте этого нету. То есть получается, что вот в Украину затягивают, а на фронте это не появляется. То есть, значит, что? Где-то это прячется, и это что-то нужно найти, и вот на капусту, на варенье, на капусту нарезать, на варенье накрутить. И вот они там наставляют своих людей, агентуру свою, которая есть в Украине, либо которая старая агентура, либо которую вербуют с колес вот прямо сейчас в соцсетях, в Мгм. телеграм-каналах. Ну, Мгм. там, иди, сходи, там, посмотри, где там бандеровцы прячут леопарды. И вот они ходят и ищут. Либо методом тыка, вот как в Одесской области, это было неоднократно, условно открывают Google Maps, говорят, о, санаторий, к примеру, Золотой Ключик. 100% там прячутся бандеровцы. Ну, ты туда направляют шахеды. То есть вот чисто методом тыка вот, узнать, есть, нету, попали, не попали. И вместе с этим же есть вот вот такая теория и даже вопрос, который сегодня обсуждается очень активно. Ряд там военных аналитиков в свое время, и мы это, собственно, видели по действиям России, когда они атаковывали Киев или другие области Украины с определенным промежутком времени. То есть, условно, там месяц, промежуток, и через месяц массовая атака. Потом Мгм. опять небольшая передышка в 2-3 недели, потом очередная массовая атака. И многие военные аналитики объясняли это тем, что у России есть определенный там снарядный голод, и им необходимо время для производства необходимого количества там снарядов, которые они смогут запускать. Ну и плюс есть санкции, обходные там схемы и логистика, которая затягивает этот процесс поставок необходимых комплектующих для производства тех или иных снарядов, и поэтому это занимает определенное количество времени, если мы говорим о том, что они производят или же там выводят из стоков условные там снаряды, которые еще остались с советских времен, их там чуть-чуть модернизируют, что-то там подлатают и дальше кидают. Но сейчас мы видим, что это происходит чуть ли не каждый день. Говорит ли это о том, что они каким-то образом наладили, возможно, логистику, производство каким-то образом увеличилось, или же пришло еще большее количество тех же дронов, шахедов с Ирана?
Так, смотрите, да, вы правы, действительно, там был такой период, когда вышли на какой-то график, вот особенно Мгм. в октябре это было, помню, по понедельникам. Понедельник обстрелы, потом хоп, неделя спокойно, ну, по крайней мере, за Киев говорю, да. Потом опять каждый понедельник. И я помню, что мои знакомые там на третий раз уже, третий понедельник, «Ну, я на Россию не приду, говорит, я там буду у бабушки, там выйду за Киев, приеду во вторник, да, приеду на работу во вторник. Мгм. А, Вполне возможно, что, ну, мы с вами сейчас гадаем, пытаемся понять, какая логика была. Ну, после войны, скорее всего, можем узнать, но мне почему-то кажется, что, вероятно, да, связано частично еще там с нехваткой этих запасных частей, микросхем, пока привезут. Но мне кажется, что хотели сформировать у украинцев вот такой вот рефлекс собаки Павлова, да, то есть по понедельникам обстрелы, а все остальные дни нету. То есть вот понедельник, неделя, понедельник, 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 а потом в следующий раз, например, во вторник ударить, и чтобы тогда было максимальное количество жертв, чтобы там внезапно, что никто не был бы готов. Все, как же, ну вы же по понедельникам, какой вторник, ну кто же говорит за вторник? То есть, скорее всего, мне кажется, вот хотели именно вот эту тему сработать, но мы прекрасно понимаем, что там огромное количество людей, огромное количество генералов, разных маршалов, ну, условно, маршалов, чиновников, которые принимают решения, там, это бомбим, это не бомбим, это сегодня, это Мгм. не сейчас, хочу сегодня, хочу послезавтра. И вот эта тактика, скорее всего, вот потом от нее отказались, и вот начали бить хаотично уже. Частично связано вот эти какие-то длинные промежутки с отсутствием целей, куда бить. Одно дело, когда у тебя есть перечень, да, вот перечень целей, и ты вот там методично, да, там, как морской бой, да, А1, да, А2, там, А3, А4, и вот там выбиваешь. Но в какой-то момент времени у тебя заканчиваются просто эти цели, и ты сидишь такой, так, а что дальше? Говорит, ну, что дальше? Вот они делали что? Они отправляли, опять же, свою агентуру, например, зимой, по касаемо, например, объекта инфраструктуры. Отправляли выяснить, там, теплоцентрали, подстанций. Попал, не попал, ранил там, сильно ранил. То есть, чтобы понимать, стрелять ли в следующий раз в этот объект или нет. И вот этих людей наши спецслужбы научились уже выявлять, видят какого-то подозрительного молодого человека, который идет, якобы с телефоном разговаривает, и снимает теплоцентраль. Его сразу же забирают, и у России нету информации. Так, стрелять еще раз, не стрелять. И вот именно с этим были связаны еще длительные промежутки. Сейчас они перешли исключительно на террор. Это вот, видите, в пропорции стало больше дронов. То есть раньше их было немножко сначала, то теперь больше дронов. Сегодня ночью были исключительно ракеты, да. Мгм. Значит, следующая ночь будет, скорее всего, опять дроны. Мы видим, что и по данным разведок иностранных, что новые партии приехали из Ирана, этих беспилотников. Сколько приехало, трудно сказать. По Ну, оценкам... российские там телеграм-каналы написали новость, что порядка 1000 дронов Да, приехали. да, да, да. Вот называли такие цифры, порядка 1000 дронов. То есть, если там по 20 дронов запускать, то это, ну, сколько там, по 30 дронов. Месяц-полтора хватит этого количества. А в чем, как вы думаете, вот Иран? Это исключительно какой-то коммерческий интерес Ирана, который продает России эти дроны? Хотя мы не до конца понимаем, они продают или у них есть какие-то там условные договоренности, потому что некоторые западные СМИ вообще писали, что Россия там чуть ли не делится с Ираном программами по ядерному оружию. Вот какая цель Ирана, как вы думаете? Ну, я думаю, не противостояние с США, нет, я думаю, там все очень прозаично, то есть своя цель, вот у них есть программа развития своего ядерного оружия. В Мгм. свое время была такая конструкция, когда можно было вывести Иран из, как я говорю, со стороны зла, да, с темной стороны Вселенной на светлую сторону. Им предложили там сделку, им предложили, что если вы хотите свое, как говорите, ядерное топливо, да, производить для атомных электростанций, давайте вот ваш уран, он едет в Российскую Федерацию, там обогащается, потом едет во Францию, изготавливаются тепловыделяющие элементы и потом приезжает к вам. Ну, не понравилось, не захотели. Там были предложения отменить санкции, там, взаимный контроль, тоже не захотели. Вот у Ирана почему-то есть идея фикс создать свое ядерное оружие, и вот у них есть свои счеты с Израилем. Они же провозгласили, что Израиль – это наш враг, мы должны снести его с лица земли. Вполне возможно, что, ну, даже не вполне возможно, я понимаю, что здесь сотрудничество Ирана и России – это не какое-то идеологическое, там, мы же с вами друзья, братья. Ну, какие братья? То есть Иран там Мгм. по-своему, Россия по-своему. Это больше про ситуативное сотрудничество. Если у Ирана будет какое-то предложение, уверен, там, не знаю, от Китая,
то согласиться с Китаем работать, если это будет выгодно. Там были сообщения, что якобы ядерными технологиями делилась Российская Федерация. Потом сообщение, что якобы истребители современные Российская Федерация передавала в Иран в счет этих беспилотников. И были сообщения, что деньги передавали, просто кэш. Сколько? 140 миллионов евро, по-моему, да, на поддонах привозили. Но опять же, это слухи, не можем верифицировать. Ну, Мгм. что-то из этого может быть правда. Но у Ирана сейчас вроде наблюдаются свои проблемы, особенно на границе с Афганистаном, где Талибан объявил джихад Ирану. Никогда не думал, что в этой конструкции будем болеть за Талибан. Вот, Талибан, чтобы вас победить. Это, знаете, напоминает, когда ты смотришь футбол, я не болельщик футбола, но мои друзья, когда смотрят, и вот Враг моего врага, мой друг, что ли? да. Там, например, не знаю, там, в предыдущие годы, если там играет команда Российской Федерации и против нее, там, не знаю, там, ну, кто угодно, африканская команда или еще что-то, или сборная, А помню, в болеют за те. 2014 году, наверное, вы помните, когда был чемпионат мира по футболу, и как раз в этот момент осуществлялась оккупация Крыма, я тогда болела за Алжир, потому что Алжир играл с Россией. Я никогда не думала, что я когда-то буду Вот, болеть за вот, Алжир. вот та же самая история. Болеем за Талибан в надежде, что они создадут настолько много проблем Ирану, что они вынуждены будут сократить передачу или там, полностью отменить передачу Российской Федерации беспилотников или существенно урезать и заняться вот решением проблемы на границе своих. Возвращаясь к Украине и к ситуации на фронте, мы с вами обсудили ситуацию с ракетными обстрелами Украины и непосредственно столицы. А что происходит сейчас на фронте, по вашим наблюдениям? Мы читаем о том, что в Бахмутском направлении продолжаются жесточайшие бои. Там герои Украины, вооруженные силы Украины, они оказывают просто героическое сопротивление российским оркам, в то время как российские там вурдалаки, российские Геббельс ТВ и так далее, и тут же даже Пригожин говорят о том, что все, мы Бахмут захватили. И Пригожин, кстати, на днях сказал, что они через пару дней выводят своих ЧВКшников оттуда. Что реально там сейчас происходит? Так, смотрите, по ЧВК. С 25 мая объявил Пригожин, что он выводит свои войска, ну, своих боевиков с Бахмута. Что было интересно, мы не услышали позицию российского министерства обороны. Как бы есть там, мы уходим и передаем российским военным. Такая, российские военные, вы принимаете, ну, такая, ну, в смысле они уходят. Где ваша позиция? И вот несколько дней полностью было молчание на эту тему. И вот потом, где-то ближе к 29 числу, все-таки выходит сообщение, что не успевают вагнеровцы выйти до 1 июня, и финальная точка уже будет 5 июня. То есть, скорее всего, произошел какой-то сбой в этом выводе. Мгм. Возможно, не дали выводить войска, возможно, как-то блокировали этот выход. То есть, поэтому затянулся выход, да, сейчас. Что мы видим? Что на место вагнеровцев заходят бойцы, неправильно сказать, какие-то боевики Мгм. Рамзана Кадырова, Ахмад Сила, вот эти все вот дела. И вот они Тикток сегодня войска. выставили. Да, TikTok войска, вот они сегодня выставили сообщение, ну не сообщение, такое видеообращение, я не помню, что это был за боевик, кадыровский, прошу прощения, который, который выдал такой спич, и он идет в разрез с Евгением Пригожиным, то есть очень как-то в разрез. Там такая лексика была, что Женя, если ты не понимаешь, да, то мы тебе объясним, назначь время, мы приедем и тебе все поясним. То есть какой-то уже переход на какой-то водораздел, то есть Мгм. Пригожин отдельно, кадыровцы отдельно. Ну, понятно, Кадырову очень важно сохранить то бюджетное финансирование, которое он получает из российского бюджета. Поэтому он готов играть будет перед Путиным, перед властимущими, лишь бы не потерять это финансирование. То есть получается, что Пригожин остается наедине сам с собой. Да, мы знаем, что от него потихонечку отказываются его кураторы, наверное, сказать. Да, есть 3 человека, которые, по количествам которых он пользуется до последнего времени. Вернее, там 3 человека и одна сила. Вот одна сила в виде Росгвардии, она сейчас ушла в сторону. И Мгм. осталось вот 3 человека. Не знаю, насколько вот они еще сохранили свое влияние, но вот называют их. Это губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Это генерал-полковник, бывший замминистра обороны, бывший военный разведчик, бывший заместитель руководителя
службы безопасности президента Российской Федерации. То есть это лично охрана Путина. То есть благодаря Путину он был назначен на должность губернатора Тульской области. Ну, кого он видит, Путин? Охранников видит, да, кухарок, повара, охрану, вот и назначает на должности. Второй – это первый замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. И Так. третий – Юрий Ковальчук, это миллиардер, там почти 3 миллиарда долларов состояния, лучший друг Путина, учредитель кооператива «Озеро». Это вот кооператив «Озеро» – это вот равно глубинная коррупция, это вот глубинное ядро Путина, который убедил, кстати, Путина в том, что нужно нападать на Украину прямо сейчас, потому что Европа слабая, американцы слабые, никто не будет вписываться. И вот покрытие этих людей он сейчас пользуется. Что еще интересно, что вот ТикТок войска сейчас заходят в Бахмут, но я очень осторожно, не хочу делать там такие заявления в стиле шапкозакидательства, что наши военные сейчас их там на варенье накрутят. Посмотрим, как они сейчас зайдут, посмотрим, как наши военные с ними научились взаимодействовать, ну, в кавычках взаимодействовать, посмотрим, не научились ли чему-то, каким-то фишкам эти ТикТок-войска. И я верю, ну, забегая наперед, верю, что наши военные справятся с ними намного интенсивнее, чем с боевиками ЧВК «Вагнер», потому что «Вагнер» — это действительно была сила, которая давала результат в этой войне, к сожалению. Вот у них есть жесткая дисциплина, у них есть харизма, ну, у Пригожина, как ни крути, это человек харизматичный, он лидер. Жестокая дисциплина, еще раз, это кувалда Пригожина, это расстрелы за любое нарушение, за оставление позиций, и не считаются с жертвами. Жертвы все равно, по барабану. Чихать мы хотели, главное взять. И вот он свою миссию выполнил. Как он? Пацан пообещал, пацан сделал. Вот общаясь с украинскими героями, военными, которые находятся в бахмутском направлении, многие из них говорили о том, что вот когда еще активно там вагнеровцы наступали, говорили о том, что вот они вот лезут реально как тараканы, они Да. лезут реально как орки, вот группами. Группа зашла, ее уничтожили, через какое-то время заходит еще одна группа, и они просто идут на убой. Их просто расстреливают, они там ложатся, и через них, переступая через трупы этих вагнеровцев, идет следующая группа вагнеровцев. И здесь, ну, возникает вопрос, а вот это понятие, да, инстинкта самосохранения, какого-то вообще защиты самого себя. Такое ощущение, что она отсутствует. Вот во время Второй мировой войны, многие, кстати, приводили этот пример тоже, эсэсовцам давали такой препарат первентин, да, если не ошибаюсь. Это психотропный препарат, который вот этот инстинкт самосохранения, он просто притуплял, и они просто могли ночами, днями блицкригом идти, не спать и так далее. Вот можем ли мы предположить что-то подобное у них? Нет, я поясню. Там все просто. Если ты не идешь в штурм, тебя расстреливают. То есть, ну, Ага. все очень просто. То есть, ну, оставил позиции, расстреляли. Им тем более обещали, это больше уголовники были. Им обещали, помните, как красиво рассказывали, вы штурмовики, да, вы запрыгиваете в окопы, вы там вырезаете врага. И понятно, что люди, которые отсидели там в колонии, не знаю, 5-10 лет, конечно, им захотелось там и свободу, и оружие дали, и такой, знаете, авантюризм, что а мне повезет, да, фартанет. Вот фартанет, и вот они лезут, кто оказывается, их там расстреливают. Помните, тут мужчина, который сдался в плен, потом его поменяли, кувалдой ему разбили голову. То есть это все действует на них очень дисциплинирующе. Потому что Мгм. российская армия не может дать такую дисциплину, какую сделали вагнеровцы. Что российская армия может? Упал, отжался, равняясь смирно, отставить, почему в шапке. Все стандартно, все очень по такой, знаете, сапогова, да, вот по-армейски просто вот деревянно и все. Вагнер создал удивительную организацию, удивительную в чем? Дисциплина невероятно жестокая, и зэки готовы подчиняться этой дисциплине. Они просто дисциплинированные, ну, в силу того, что там кувалда есть, расстрел есть, и они идут на позиции, они штурмуют, они захватывают, они готовы ложиться там. И он, еще раз, он сделал результат. То есть какой от него просили, какой он пообещал. Да, поздно, да, не в сроке, да, с огромными потерями, но он сделал, и поэтому
попросился моментально выйти из Бахмута, потому что сил, я думаю, что больше держать город у него не было. То есть нужно То срочно есть Пригожин понимает, что ему оттуда нужно выйти условным победителем, да, потому что последующие поражения российских военных в этой войне, он не хочет брать на себя эту ответственность, а пусть вся ответственность лежит исключительно на Генштабе РФ и на Министерстве обороны, которое он непосредственно кроет матом. удивительное просто у него чутье. Ну, действительно, он, не хочу ему дифирамбы петь, но действительно удивительный человек с харизмой, еще раз, чутьем. Вот я чувствую, что вот у него, вот он сделал результат. Понятно, что вот, знаете, из последних сил уже. И тут он выходит, сохраняя за собой ауру победителя. Понятно, что часть победы у него украли, потому что Владимир Путин поздравил с победой ЧВК «Вагнер» и российских военнослужащих. То есть победу разделили пополам. Да, неприятно. Хотелось этот торт скушать полностью ему самому. Ну, что делать? Ну, он же сделал, да, он показал, ушел. Сейчас он будет зализывать раны, как он говорит. По его расчету, извините, но российские военные должны получить от наших военных хорошо по трусам, для того, чтобы на контрасте, что ничего себе, а вагнерцы такое не могли себе позволить, да, то есть они держали, они грызли, и он рассчитывает, что к нему придут снова и будут просить: Евгений Викторович, пожалуйста, вернитесь, вы нам очень нужны. Если он вернется, то уже на своих условиях, возможно, с заменой руководства этой специальной военной операции, как они называют, будет давать указания. Я вернусь, если уберете Шойгу, если уберете Герасимова, если поставите, например, Суровикина, с которым у него хорошие отношения, там, на более высшую позицию. То есть уже с условием, уже с каким-то шантажом. Ну вот, кстати, очень интересно получается Пригожин, насколько я понимаю, ну, если посмотреть в принципе на историю ЧВК «Вагнер», да, то это проект ФСБ. Вы понимаете? Нет, ну не Насколько я... совсем. И такое Не совсем. ощущение, что... Я просто поясню, такое ощущение, что вот после вот этих всех там пригожинских матов, да, прямых, откровенных в Мгм. отношении Шойгу, в отношении Герасимова, главного там военного руководства и так далее, с ним ничего не происходит. То есть по нему пока что колокол не звонит, знаете, какой Хемингуэя, да, и он сохраняется. То есть непонятно как, то есть складывается впечатление, что он находится под крылом и под защитой ФСБ. А я поясню, смотрите, я знаю, что у него просто, ну, нет отношений с людьми в погонах вообще, потому что люди в погонах вот в Российской Федерации все, вот полицейские, там Следственный комитет, там, не знаю, вот это ФСБшники, разведчики, они все считают себя белой костью, то есть Мгм. вот без преувеличения, без шуток. Они считают, что вот они опора режима, они люди в погонах, вот это ордена, вот это вот лампасы, как автострада, да, вот серьезные. А все, кто находится за пределами здания, это все пиджаки. Это вот так и не называют, серьезно. Вот пиджак – это все гражданское, это все, они не понимают, как делать. И им не нравится, когда с ними одну дистанцию по кремлевским коридорам, по этому чистому, красивому, с социальным золотом, в хрустале, с вот таким толстенным ворсом, по этому ковролину красивому, своими грязными лапами бежит бывший уголовник. Теперь вопрос, отвечая на ваш вопрос, почему с ним ничего не сделали. А потому что он памятник. Что ему можно сделать? Он стал медиа-маршалом, он стал лицом войны. То, чего так сильно боялся Путин, Путин же, помните, не создавал лицо этой войны, да, то есть не было Мгм. лица. Стал единственный Пригожин. Проект ФСБшников – это Гиркин Стрелков, это вот такой монархист, такой под интеллектуала косит, а Пригожин это больше простой, там, свой парень в доску, который говорит простыми словами, простым языком, но доходчиво. Почему с ним ничего не сделают? А потому что он понимает, он чувствует эту грань, а что ему сделать? Посадить в тюрьму? Он 10 лет там отсидел. Отправить его на войну? То он уже там. И он понимает, что если его уберут, то побед больше не будет. Он понимает, насколько от него зависит Кремль. Он это чувствует. Он чувствует слабость. Почему он с уважением относится к Владимиру Зеленскому? Да, мы можем, ну, не нужно это воспринимать всерьез, но для понимания Мгм. ситуации, Но он, помните, кстати, недавно сказал, что Украина это самая сильная армия вообще Европы и он мира. уважает только силу. Он уважает силу. Уголовник, он уголовник со стажем, уважает силу. Если бы были слабые наши военные, он бы там не церемонился. Да? Он не повторяет риторику Кремля, Зеленский наркоман там. Он
обращается только Владимир Саныч. Владимир Саныч, помните, ему даже не хватает, он хочет восполнить этот гештальт, вот нехватку рыцарства немножко, джентльменства, потому что, помните, вот момент, когда он сегодня отлетал на Сушкину, над Бахмутом, Владимир Саныч, давайте сразимся в воздухе, кто победил, того и Бахмут. То есть какой-то отсыл к рыцарству, да, к джентльменству, давайте встрельнемся, да, кто победил, там, того и Дуэль. город. И с уважением к украинской армии. Умеют, знают, воюют. То есть он уважает силу. И диаметрально противоположно капитально не уважает слабаков. Слабых, тщедушных, алчных, эгоистичных людей, которых тьма в российском Кремле, в российском истеблишменте. И он понимает, а что с ним сделают? Его не уберут. Он чувствует, что в нем нуждается. Он важен. Не будет Вагнера, не будет побед. И он играет по максимуму, на высоких оборотах. И плюс еще есть такая теория, что самому Путину выгодна вот эта конфронтация, которая, кстати, ведь возникла не в последнее время, она еще со времен Чеченской войны. Это то, о чем писал еще Литвиненко в своей книге «ФСБ подрывает Россию». Да, вот эта конфронтация между условным ГРУ России, Министерством обороны и Федеральной службой безопасности. И вот такая постоянная конфронтация, постоянная конкуренция и так далее, она выгодна для самого Путина, а бы те не объединились против него. 100% поддерживаю. Это все идет со времен Советского Союза, когда стремились создать разные организации, чтобы каждая организация бежала и докладывала там, не знаю, Генсеку, да, там, какую-то информацию, да, вот, чтобы можно получать из разных источников. Там разведка, там контрразведка. Вот. И когда они все приносят, это со Сталином даже еще было. Вот все приносят, и он сравнивает Сталин, вот эти все там, это орган принес такую-то информацию, это, и он ищет, окей, из 3 органов 2 сообщили о каком-то событии, а третий нет. Вопрос, а почему он не сообщил? Он что-то утаивает, да, или не дорабатывает? То есть в этом конкуренция создавалась. Почему конкурируют ФСБ и военная разведка Российской Федерации, которая находится в Министерстве обороны? Потому что ФСБ считает себя опорой режима, они считают себя более успешными, у них много влияния, у них много возможностей зарабатывать. Мы помним Кирилл Черкалин, сотрудник ФСБ, у которого нашли там, миллиарды рублей там, в долларах, там, под сотни миллионов долларов просто кэшем в квартире, в сумках, просто в сумках. Они считают себя, что они там влияют на банки, на промышленность, там позвонил, там надавил, решил вопрос, а военная разведка ненавидит, в свою очередь, ФСБшников за то, что вы псы режима, вы сторожа режима, вы только на капусте, на бабле, на бабосиках, на лавандосе, а мы делаем большую работу, мы разведка. А ФСБ, в свою очередь, ненавидит за нищебродство. Фу, нищеброды, что вы там можете. То есть это у них история вот очень долгого противостояния, и она продолжается. И вот по поводу Бахмута дальше еще хочу перейти к вопросу о возможном применении ядерного оружия. Об этом говорят все еще с начала широкомасштабного вторжения. Этот вопрос очень важно, его хотела бы обсудить, но перед тем вот по поводу Бахмута. В свое время Клаузевиц в книге о войне писал, что стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами. И даже если, условно говоря, Бахмут на каком-то моменте будет полностью оккупирован российскими войсками, как говорят многие аналитики, и в моем представлении это уже не будет иметь какого-то стратегически важного эффекта для России, потому что украинские военные, украинские вооруженные силы задачу номер 1 в виде ослабления российских войск в этом направлении уже выполнили. И дальше контрнаступление. Вот как вы видите, как дальше будут развиваться события? Абсолютно соглашусь. Даже российское командование, даже Пригожин соглашались с тем, что Бахмут не является чем-то экстраординарно важным. Да, это город, который нужно захватить, но с его падением не открывается автострада там до Киева или до Варшавы, до Берлина, до Лондона, что теперь можно ехать на всех парах, но ни в коем случае. Там следующая линия обороны, следующая. И они прекрасно понимали, в какую ловушку они ввязались, в какой капкан. Это можно, знаете, такой визуальный ряд, визуализируйте себе.
медведь залез в ваш гараж, вот он в гараже, он там в частном доме ломает, все сносит. И вот он залез лапой в бочку с медом, да, вот эта бочка, он застрял, он там вот пытается где-то облизывается, не может лапу вытащить. Но пока он вот в гараже у вас там куролесит, да, у вас есть возможность там, ну, условно, выпить чашку кофе, да, подняться на второй этаж, достать из сейфа ружье, достать патроны, позвонить своим друзьям, чтобы они приехали с ружьями, пока они вызовут такси, приедут к вам домой. То есть есть возможность подготовиться. Вот 8 месяцев у Украины была возможность подготовиться, пока Российская Федерация завязла в Бахмуте. Еще раз, Бахмут не имеет стратегического значения. Я Мгм. больше чем уверен, что это последний город, большой город, который Российская Федерация смогла взять в этой войне. То И есть у они них там сами... цугцванг, они не выйти, не захватить полностью оттуда его не могут. Но теперь только выйти и продать Мгм. выход, как мы взяли, мы свое дело сделали, от нас больше ничего не зависело. В принципе, от города уже ничего не осталось. Это Мгм. город-призрак, город пустырь, да, там, как его держать, какими силами, ну, мне трудно представляется. И вот они там себя стачивают свои усилия. Пока они штурмовали Бахмут, они потеряли огромное количество людей, техники, боеприпасов, времени. Время, которое нельзя вернуть обратно. За это время к нам приехало большое количество танков, артиллерии. Решился вопрос с авиацией. Слушай, с самолетами, самолеты уже решены. А они еще вокруг Бахмута топчутся. Поэтому что дальнейшее, я думаю, наши военные сейчас продолжают обходить вокруг города Бахмута, создавать большое напряжение на границе Российской Федерации. Вот это Шебекино, да, Шебекино, там, неизвестные беспилотники будут залетать, и вот в какой-то период времени начнется вот та украинская посевная кампания, вот долгожданная. Мы думали, что она начнется еще вот в конце апреля, но там были дожди, были проблемы с обеспечением. К сожалению, надо признать, были прилеты в наши склады, ну, это все оттягивает на контрнаступление. Мгм. Но мы почувствуем, увидим, да, начало контрнаступления? Конечно, конечно, увидим. Конечно, вполне возможно, что это будет несколько разных направлений, и мы будем гадать, так где основа, где настоящее. То есть и там, или, возможно, это будет одно что-то большое, или будет там несколько маленьких. То есть, ну, мы увидим в любом случае это. И по поводу ядерного оружия. Не стихают угрозы России, постоянный шантаж, применение тактического ядерного оружия по Украине. Некоторые говорят о том, что ну, это, в принципе, последний козырь, который у них остается. Они понимают, что уже стратегически войну проиграли, уйти не могут, потому что объяснить это своему населению тоже не смогут. И остается вот единственное, это применение ядерного оружия. Кстати, это применяет и российская пропаганда, которую мы обсуждали с вами в начале нашего эфира, тоже одна из уловок пропаганды, да, когда они предлагают выбрать одно из двух зол. Ну вот, либо мы захватываем Украину, либо мы применяем ядерное оружие. Вот выбирайте, пожалуйста. Вот ядерное оружие или захват Украины. И это они в основном ориентируют на западный истеблишмент, там на страны, где распространена их и инфильтрована российская агентура и российская пропаганда. Вот как вы думаете, насколько это реально или это просто шантаж? Скажу вот за себя, за свое окружение, ну, перестали бояться. Вот с мая прошлого года вот ядерное оружие как-то вот, ну, ушло. Я не знаю, как вот у вас, в вашем окружении, ну, вот у нас перестали. Ну, мать его так. Ну, что теперь? Ну, кто ударит, и что теперь? Ну, не боится. То есть нету такого, что упали все на задние лапки. Ой, боже, только бы не ядерная война. Мгм. Почему все представляют ядерный взрыв, что это вот Хиросима, это Нагасаки, это вот царь-бомба, да, это 60 километров вверх, гриб, это 10 километров там радиус или там больше, вот эта вот волна, все сносится. Это стратегическое ядерное оружие, это огромные ракеты. Ну, мы просто находимся очень близко к России, и невозможно применить баллистическое ядерное оружие. Тактическое ядерное оружие в свое время Советский Союз экспериментировал. А куда можно вообще впихнуть ядерный заряд? Давайте куда впихнем. Давайте достанем, например, снаряд и в снаряд засунем. Насколько влезет вот сюда вот ядерное оружие? Да, а Мгм. давайте достанем там торпеды, донные мины, какие-то бомбы авиационные, какие-то снаряды артиллерийские. Давай туда запихивать. То есть, соответственно, что этот взрыв, он сможет снести какой-то, не знаю, там, какой-то большой бункер, да, серьезно, да. То есть вместо того, чтобы в него стрелять там с тысячи снарядов, вот один выстрел, и там он снес, да, какой-то квартал, да, там несколько домов, но не больше. То есть весомость ядерного оружия сейчас очень сильно переоценена. Вот смотрите, Хиросима, Нагасаки, почему было огромнейшее
разрушение количества? Да потому что там все дома были деревянными. Да, вот деревянные домики, вот эти вот рисовая бумага. Обратите внимание, церковь, по-моему, это в Хиросиме, да. Церковь каменная, она как осталась, так и стоит. Мгм. Сейчас в городах, если, предположим, да, фантазируем, город из чего состоит? Бетон, сталь. Да, стекла уносятся, но взрывная волна, она будет поглощаться, она просто, ну, не даст расходиться, ну, не уничтожится много чего там. Мгм. А, Как психологический эффект? Да. Как повлиять на войну, на результаты? Нет. Как потерять последних союзников для Российской Федерации? Да. Поэтому мы видим, что с мая прошлого года риторика по поводу ядерного оружия полностью ушла от официальных лиц Российской Федерации. Да, остались пропагандисты, давайте шмякнем, давайте ударим, а давайте еще что-то сделаем. И там Дмитрий Медведев, например. И, в принципе, все. От официальных лиц про ядерное оружие молчок, потому что Мгм. понимают, что ничего от этого не выиграть, и Китай отвернется, и это будет вообще Ну, они позже. ж действиями, поступками определенными намекают на возможность применения, когда заключают договор о расположении ядерных боеголовок на территории Беларуси. Это больше угроза для Европейского Союза, потому что Мгм. для Украины, Украина и так находится в радиусе действия этих ядерных там, ну, боезарядов. Мгм. Наши войска очень сильно рассредоточены, и этим ударом невозможно решить эту проблему. То есть нужно там сразу 15-20 ракет. Но не забывайте, у нас же теперь уже есть система, которая может сбивать эти ракеты. То есть мы уравняли вот эту всю историю, мы уравняли. И по поводу ядерного оружия. Вопрос, а есть ли мальчик? Я вам приведу такой пример напоследок. Соединенные Штаты ежегодно тратят невероятные деньги на то, чтобы поддерживать свое ядерное оружие в нормальном состоянии. Это касается Мгм. вот эти вот ракеты, шахты. Стоимость 1 часа работы специалистов, которые там вода течет, там проводка, вот это все, $7000 в час. Я не Мгм. помню, чтобы Российская Федерация выделяла такие деньги на вооружение, на свое ядерное оружие. Не забывайте, что последний раз испытание ядерного оружия в Советском Союзе было в 90-м Мгм. году, да, подземное. А наземное было в 60-х годах. То есть сколько лет. И это оружие, это не просто ты, это как банка Кока-Колы. Ты поставил, вот она стоит. Есть такое свойство, у нее начинает дышать. Там какие-то процессы, нужно Мгм. период полураспада. Там есть элемент, по-моему, тритио называется, 12 лет. То есть раз в 12 лет э, ударная вот эта мощность на 50% уменьшается. Да? То есть за 24 года из того супа, который там был, он просто в возможности уменьшается на ноль, да, к нулю. Меняли они, не меняли, выделяли деньги на это. То есть формально заявляют, что все есть, а по факту никто не знает. То есть, по сути, мы приходим к такому выводу, что пугать ядерным оружием гораздо выгоднее для России, чем его применять. Абсолютно верно. Пока ты не применил, это как козырный туз у тебя в рукаве. Пока ты не применил его, он козырный. А когда применил, а может быть не сработать даже. Дякую вам дуже. Чох сагум за то, Дякую что вы вам. нашли время, подключились к нам в эфир. И спасибо большое за такую интересную и обстоятельную беседу. Спасибо вам. Кюрлер, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовий експерт Іван Ступак був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь першим кримсько-татарським. Коршкенджі достар.